Жаңа ой. Қоғам пікірі. Жаңа Қазақстан. Айжан Скакова. Ученый, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан 7-го созыва. Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса парламента Республики Казахстан. В народе Айжан Амангельдиновну знают как чиновника, ратующего за лучшую жизнь казахстанского народа. Рада приветствовать вас в студии программы «Жаңа ой». Слышащий депутат. Именно такую характеристику дают люди, которые хоть раз обращались к вам за помощью. В связи с этим возникает у меня вопрос. Несколько месяцев назад распустили парламент. Чем вы заняты сегодня? Как и раньше, добрый день, Инлик. Как и раньше, я занималась вопросами экологии, охраны окружающей среды и продолжаю этим заниматься в том или ином статусе. Хорошо. Скажите, чем в первую очередь руководствуется женщина при принятии решения государственной важности? Я думаю, самое главное отталкиваться от того, насколько благоприятным будет состояние человека в нашей окружающей среде, во всей окружающей среде. Как известно, она тесно связана с природной окружающей средой, и здоровье человека во главу угла все-таки должно ставиться. То есть для вас жизнь человека превыше всего? Жизнь человека, благоприятная обстановка, права, справедливость и равные возможности. Хорошо, отлично. Что для вас значит дружба? И есть ли дружба в политике? Лично для вас? Дружба — это, конечно, такое очень, для каждого, наверное, понятие личное, да, и оно формируется от тех ценностей человека, которые он имеет и приобретает, может быть, в течение жизни, потому что люди меняются, совершенствуются, эволюционируют. Поэтому дружба — это прежде всего честность, преданность и умение как-то разделить и радости, и трудные моменты в жизни. А в политике есть место для дружбы? В политике тоже есть место для дружбы, поверьте, есть и женская дружба в политике, есть и мужская дружба, есть и даже дружба между мужчиной и женщиной. Хорошо, отлично. В Мажилисе вы последовательно выступали по разным острым вопросам, да? Это включая вопросы Каспия, проблемы Арала, Балхаша, Семипалатинского полигона. Также вы являетесь инициатором программы, точнее природного резервата, да? Бөкей-Орда. Расскажите об этом подробнее. В тот момент, когда я в 2021 году работала в 7-м созыве парламента, и этот вопрос стал по территориям государственного природного резервата, вообще по открытию. Он особо остро встал, потому что ранее, занимаясь научно-исследовательской работой, я обратила внимание на то, что большая популяция Урала, волгоуральская популяция сайги, которая у нас есть именно в Западном Казахстане, она до такой степени разрасталась, что нужны были предпринять какие-то меры по тому, как ее сохранить, сберечь, и также, чтобы она не уходила, не мигрировала на другие территории. Как вы знаете, она уходила на российскую территорию, и это были определенные, связаны с этим причины создания такого резервата. Но когда я приступила к работе, именно с инициативой выходить на того, чтобы сделать депутатские запросы и выходить на то, чтобы этот госрезерват все-таки был открыт, мы посмотрели интересную вещь, это исторически, да, что она ранее, 10 лет назад, такая инициатива была, были даже выделены средства, и откуда выделены, мы все это посмотрели с коллегами. И, в общем-то, я сделала вывод, что работа дальше так и не пошла и не закончилась. Но, будучи в 7-м созыве, мы ее инициировали, и я выступила с депутатским запросом. И, к счастью, нам удалось добиться, что через год этот резерват все-таки открыли, выделили деньги на то, чтобы этот резерват мог быть профинансирован к открытию. Хорошо, спасибо. Сейчас в Алматы в социальных сетях распространяют петицию, да, о признании города Алматы экологической катастрофы. Разве раньше такого не было? Почему именно сейчас заговорили об экологической катастрофе в Алматы?
Что это грозит, чем это грозит обществу и как решить эту проблему? Ваше видение. Ну, самое главное то, что общество активно реагирует на происходящее сегодня. Общество не будет смиряться с тем, что вот происходит, что власти не так быстро решают проблемы, а может быть их вообще не видят и не слышат, и не решают в некоторых направлениях. Поэтому, конечно, уже общественники перешли к активным действиям, и эти действия, эти обращения доходят до администрации президента, и недавно мы как раз рассматривали такое обращение с общественниками, также они добавляли туда свои предложения. Это было о том, чтобы именно ужесточить предельно допустимой концентрации, то есть экологические нормы и требования, которые у нас значительно отличаются от требований ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Так. Мы имеем те же биологические тела, так скажем, мы те же биологические организмы. Почему мы должны отличаться от стран ЕС, где более жесткие нормы к PM2,5, там, к PM10 и так далее, да, к загрязняющим веществам, а у нас, получается, допустимы в 10, а то и 15 раз выше эти нормы. То есть нам можно дышать таким воздухом, а им нет. Поэтому мы хотим в первую очередь этим выразить то, что меры должны быть приняты, и эти нормы должны быть приравнены к всемирным нормам ВОЗ. А вот эти петиции, да, бесконечные петиции, которые вот собирают жители города, активисты в том числе, они играют какое-то важное значение в решении именно местными властями каких-то, я не знаю, задач, вопросов? Ну, конечно, они играют роль, и значительно. Кто-то на них обращает внимание? Для города Алматы в мегаполисе у нас очень много, тем самым сдвинулось, на мой взгляд, проблем, решений, так скажем. Но, конечно, все сразу не решить, потому что они достаточно емкие, эти проблемы. Эти вопросы очень серьезные, требуют большого финансирования и большего внимания властей. Но, конечно же, вот количество таких петиций участилось в последнее время, и они имеют место, то, что на них обращают внимание. А на каком уровне находится экоправо Казахстана? На сегодняшний день достаточно неплохо. Вот с 2019 года идет модернизация экологического природоохранного законодательства. Это экологический кодекс, который был разработан на основе стран экономического союза, прогрессивных стран, так называемых, ОЭСР. И вот сегодня, в общем-то, в Казахстане он уже принят и имеет место, но другое дело, как он реализовывается и насколько предприятие и страна может обеспечить вот точную реализацию этого законодательства. И по правам, конечно, не все у нас в этом отношении гладко. Очень много обращений, очень много несоответствий, очень много несправедливости. Есть организации, которые конкретно занимаются вот такими случаями, которые обращаются далеко за пределы страны, вот, и получают ответ. Поэтому, в общем-то, я думаю, что это процесс эволюционный, и нужно просто больше работать в этом направлении, и обязательно развитие будет. То есть на стадии развития, да, экоправа находится? Ну, некоторое идет развитие, да, еще не все хорошо с этим. Хорошо. В нашей стране мы наблюдаем активность, да, экологов, жителей в целом страны. Очень все жители города, особенно Алматы, они прям беспокоятся за свою страну, за свой город, за сейсмоопасность, да, очень много вопросов поднимают по этой теме. В связи с этим вот возникает вопрос. У нас вот есть известная экоактивистка, это Салтанат Ташимова, которая тоже борется с застройщиками, которая борется с решениями местных властей. Вот когда мы придем к некому консенсусу, когда местная власть начнет слышать экоактивистов? Ну, здесь видите, какой вопрос. Создаются специальные общественные советы при любом местном исполнительном органе. А они работают? Особенно крупным, да. Тут дело того, чтобы выбрать туда тех действительно работающих
граждан, которые не равнодушны, которые будут активно и эффективно заниматься решением этих вопросов. Здесь нужно подбирать. Вот. А то, что есть активисты, это хорошо. И не обязательно они экологи, не обязательно. Да. Они обычно представители как раз таки разных представители профессий. разных профессий. Это очень интересно. И у них у каждого свое мнение. И вот я думаю, что это очень хорошо. И они сейчас даже мобилизуются в какие-то группы, и инициативные группы, их очень много. Примером может служить Алмата. Очень много активистов в Алмате, и они очень, так сказать, активно работают, они очень быстро реагируют. И вот эти обращения, о которых мы сейчас говорили, это как раз вот в основной массе это из Алматы. Время от времени проводятся разовые акции по сбору мусора. Вот такие акции действительно помогают привить любовь к окружающей среде, к своему городу? Действительно ли выполняют основную функцию, да, воспитания молодежи? Все верно. Или нужны вопрос другие рычаги? вот этих акций это как раз практическое такое, показательное. И они действительно помогают. Я просто в своей практике, я ранее, когда работала в научной сфере, мы очень часто проводили такие акции и по очистке русел рек, и по сбору мусора. И после этого меняется все-таки отношение и, возможно, даже мировоззрение молодых людей к тому, как нужно жить в согласии с окружающей средой, с природой. Все-таки есть результат, да? Результат есть, ну не только в одних акциях. Я думаю, что сейчас очень много информации, студенты и молодежь, и даже школьники, они больше настроены, так сказать, более френдли, это дружелюбно настроены к окружающей среде и очень много знают информации. Ну, я бы хотела поговорить еще и на тему молодежи, да, проблемы молодежи затронуть. Вот рассуждая о подрастающем поколении, у нас появилась в стране категория НИИТ. Это люди, которые нигде не работают, нигде не учатся и не хотят этого делать. Вот как решить эту проблему? Действительно ли эта категория людей представляют угрозу для общества? Это дело, наверное, каждого человека, но в целом, конечно, нужно отслеживать такие направления, если идет какая-то маргинализация, это в совсем таком негативном, да, плане. А может быть, люди ищут себя, молодые, может быть, они не хотят уходить вот в какую-то рутину, да, идти работать в какой-то офисным клерком, а может быть, они хотят более творчески себя проявлять и ищут возможности для того, чтобы развивать именно свой проект. Очень часто у молодых людей сейчас наблюдаю. Я думаю, что просто здесь нужно помогать, развивать, чтобы у них была возможность где-то прийти, высказаться или спросить, или, может быть, где-то помочь им дальше выстроить их направление. Согласно статистике, таких молодых людей под категорией НИИТ насчитывается около 300 тысяч человек. Это на всю страну. Это же ведь большая цифра. Почему нет работы, почему они ничего не хотят? Откуда такая апатия, как вы считаете? Может быть, и есть элемент неверы какой-то в будущее, в какой-то социальный лифт. То есть они не видят, куда они придут, где они. Сейчас они понимают, может быть, а куда им дальше идти. И есть ли возможности, чтобы продвинуться. Поэтому тут, как у любого человека, бывают моменты упадка сил, может быть, или неверия, или пессимистичные настроения. Но я думаю, что человек – это существо такое, которое борется, которое двигается, в любом случае чего-то желает. Надо, наверное, исходить из этого, найти возможность заинтересовать молодежь. И самая главная проблема, да, у молодежи при трудоустройстве – это, конечно же, отсутствие опыта. Заканчивает человек вуз, идет на работу, но его не берут, не принимают, так как у него нет опыта определенного. Даже если берут на работу, заработная плата очень низкая, да, вы сами, наверное, знаете об этом. И как быть в этой ситуации? Где им снимать жилье, если мы говорим сейчас о приезжих, да? То есть это такой, знаете, замкнутый круг. Что делать в этой ситуации? Как решить кадровую проблему?
Ну, видите, очень много зависит из какой среды человека, как ему вообще помогает семья или общество. Это одно. Но есть ведь те, кто пробиваются сами тоже, но это тоже не стоит как бы на это рассчитывать, Да. потому что нужно создавать более справедливые и равные условия, и равные возможности для того, чтобы у нас молодежь могла двигаться и, в общем-то, достигать всех своих результатов и целей. Конечно, вопрос очень сложный, очень много обсуждений на эту тему идет, как решить вот вопрос с жильем, как дать поддержку вовремя, потому что если вовремя не дать, человек уходит, там, может быть, уходить даже из профессии, то есть где-то уйти вообще в себя, не поверить и так Или далее. уехать вообще из Или страны, уехать, да? да, мысли такие бывают, да, потому что это другая страна, там другой университет или другие центры какие-то Да. зарубежные, даже научные, они ведь дают очень много там заманчивых таких предложений, в том числе по социальной поддержке. Да, но эта проблема Да. требует системного подхода, да? Однозначно, эта проблема системная, и здесь нужно решать именно основываясь и опираясь, наверное, на те данные, тот запрос и те тенденции, которые идут у нас в обществе. Без должного диалога между обществом и властью не получится никакого консенсуса, да? Невозможно прийти к единому общему решению. И в связи вот как раз-таки как следствие мы наблюдаем раскол общества зачастую. И это мы видим особенно в социальных сетях. Как вы думаете, вот в данном случае, какие меры со стороны государства необходимы для того, чтобы объединить людей? Не наоборот, да, чтобы сплотить их, чтобы они трудились и думали в одном направлении, в направлении того, чтобы сделать государство лучше? Ну, вот смотрите, я считаю, что все-таки меры есть некоторые. С другой стороны, общество выражает свое мнение, это хорошо. Вот. И как бы кто бы что бы ни высказывал, мнения могут быть разные, может даже быть какие-то схватки там на полях в соцсетях или вообще на общественном каком-то поле, да, но так или иначе я верю, что все заодно за улучшение благосостояния в стране, потому что просто мнения разные могут быть, и мнения можно сейчас выражать через различные форматы и направления, то есть через соцсети, через не обязательно, то есть идти на телевидение. Как вы думаете, вот чего ждут граждане от нового Казахстана? Мы сейчас строимся новый Казахстан, новые люди, новые мысли. И вот в связи с этим возникает вопрос, чего они ждут? Справедливости и равных возможностей. Справедливости и равных возможностей. И тогда мы построим государство, как хотел наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, новый Казахстан, да? Будем строить, и это не за один раз, то есть это идет в процессе. А что в вашем понимании новый Казахстан? Какие функции он выполняет? Ну, опять же, демократизация общества. То есть все эти реформы направлены на демократизацию общества, на равные возможности, на справедливость. То есть вот основные столпы. Айжан Амангельдиновна, проект «Жанауи» – это медиапродукт Казахско-американского университета. Наши студенты, обучающиеся по специальности журналистика, подготовили для вас специальное блиц-интервью. Ваша задача – ответить коротко и ясно на их вопросы. Пожалуйста, Жанауидің жауабы. Можно ли стать экологом без образования? Нет. Верите ли вы в законы природы? Верю. Общество без отходов – утопия или реальность? Реальность. Лучший подарок для вас – комнатные цветы в горшках или букет? Букет. Средство передвижения, которое вы предпочитаете – машина или общественный транспорт? Общественный транспорт. Бутылки из пластика разлагаются около 500-550 лет. Правда или вымысел? Никто не проверял, потому что 500 лет никто не живет, но считается, что 300 лет. Правда ли, что напитки в стекле на вкус лучше, чем в пластике? Не замечала. Какой экологический диагноз вы бы поставили нашей планете сейчас? Экоцид. Каким оружием вы готовы защищать природу? Добром и просвещением.
Если бы вы стали участником самого главного мирового форума по проблемам экологии, о какой из них вы бы заявили в первую очередь? Водная безопасность. Хорошо, спасибо. Спасибо огромное. Беседуя с вами, я вспомнила размышления Абая о важности служения народу. Он говорил следующее: достойный трудится для человечества. Вы тоже на протяжении многих лет трудитесь на благо казахстанского общества, и мне бы очень хотелось, чтобы бюст Абая стоял в вашем кабинете, да, и напоминал о нас. Спасибо огромное за ваш приход. Если можно вкратце несколько, наверное, пожеланий, да, Казахско-американскому университету, нашим студентам проекта «Жаңа ой». Самое главное, я желаю верить в самое лучшее, бороться, идти вперед и столько энергии, чтобы хватило вам осуществить все ваши успешные проекты. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого бы из героев вы хотели увидеть в следующем выпуске нашего проекта «Жаңа оймен жаңа Қазақстанды құрайық».